Ассалому алейкум тамошобинони азизу арҷбанди телевизиони Азия. Инак боз субҳи содиқ фаро расид ва мо шумо дар пахши мустақими барномаи саҳарии Салом Хуҷанд қарор дорем. Дӯстони азиз, имрӯз чун анъана дар студияи мо меҳмонони азиз қарор доранд ва чӣ хеле ки мо аллакай ба шумо иттилоъ дода будем, имрӯз бори дигар дар меҳмонии мо устод Саидмурод Давлатов ҳузур пазируфтанд ва мо имрӯз бо устод ва шогирдони он кас дар студияи Салом Хуҷанд суҳбат меороем. Пеш аз оне ки мо оғоз карда бошем, ман мехоҳам дӯстони азиз ба шумо меҳмонони студияи имрӯзаи моро муаррифӣ кунам. устод Саидмурод Давлатов ба муаррифӣ ҳоҷат нест. Ин кас устоди мо ҳастанд, дӯсти ҳамешагии мо. Ва ҳамчунин дар ин ҷо меҳмонони мо аз ҷумҳурии Қазоқистон ба студияи мо ҳузур пазируфтанд. Агар иҷозат диҳед, дӯстони азиз, азбаски меҳмон ҳастанд, мо ба забони русӣ ҳарф мезанем. Итак, доброе утро, дорогие телезрители нашего канала. У нас сегодня в гостях в студии устод Саидмурод Давлатов и вот наши уважаемые гости из Казахстана. Позвольте представить их вам, и после этого мы начнем нашу беседу. Тусибекова Шолпан, зональный директор компании Цептер International по Западному Казахстану. И Шакерова Сауле, бизнес-вумен, владелец парфюмерного бизнеса, бренд Ласпидо. Добро пожаловать к нам в город Худжанд. Мы очень рады видеть вас у нас в гостях. Я лишь скажу вам, что мы находимся в прямом эфире телеканала Азия. Это утренняя программа Салом Худжанд. Значит, здравствуй, Худжанд. Дорогие друзья, уважаемые телезрители, не зря мы пригласили сегодня наших гостей на утреннюю программу, потому что сегодня, 21 мая, стартует мини-мастер-класс в санатории Бахористон города Кайракума, который проводит устод Саидмурод Давлатов. И вот в самом начале хотелось бы спросить нашего уважаемого устода, в чем заключается мини-мастер-класс, о чем там будет идти речь и чему мы будем обучать наших предпринимателей в мини-мастер-классе, который пройдет с сегодняшнего дня и закончится только 26 мая, 5 дней. Прошу вас, вам слово. Доброе утро, дорогие наши земляки, дорогие жители Худжанда. Мини-мастер-класс она разработан именно специально для тех людей, кто занимается бизнесом и хочет расширять свой бизнес. И для тех людей, которые не хотят потерять бизнес. Сейчас такое время, что если ты не расширяешься, значит сокращаешься. То есть это означает, что делать так, как раньше, уже не будет такое. Делать так, как получается, тоже уже не будет. Это означает, что нельзя теперь делать так, как получается. Надо делать так, как надо. Так, как правильно. Да, как правильно. Поэтому я разработал вообще мини-мастер-класс, потому что много раз сам страдал. И вообще миссия самого этого курса – помочь малосреднему бизнесу развиваться и с меньшими потерями прийти от малосреднего бизнеса к среднему и выше среднему. Бизнес – это огромный мир. Со стороны выглядит, что как будто отсюда купи, продай, как будто ничего особенного нету. Так выглядит со стороны. Поэтому в бизнесе 83,7% людей банкротятся в районе от 3 до 7 лет. Очень много людей банкротятся. Вы представьте на минуту, 92,7% людей имеют проблемы с персоналами. Это проблемы, очень сильные проблемы. Персонал – это кадровые проблемы. Где их найти? Как их воспитать? Как их поднимать на ноги? Как их вырасти? Это такая проблема, действительно проблема. Потому что мы сталкиваемся с тем, что кто хороший человек, кого мы доверяем, он хорош, но он хочет, но он не может. То есть у него есть, скажем, что он хороший как человек, он добрый как человек, но у него нет способности это делать. То есть он хочет, но не может. А те, которые может, не хотят с нами работать. Или требуют большие деньги. Мы не можем содержать таких кадров. То есть малосредний бизнес очень сталкивается с тем, что большие кадры удержать не может, платить не могут. А те, которые он удержит, они средние кадры, они надежные, более удобные кадры, но они не могут компанию довести до того точка, от точки А до точки Б, чтобы компания достигла своей цели. Там таких много проблем. Поэтому
сама миссия этого курса для того, чтобы меньшими потерями помог мало-среднему бизнесу расширяться. Проблема мало-среднего бизнеса в том, что когда она от малый бизнес приходит к средний бизнес, или от средний бизнес приходит к высший средний бизнес, именно резко увеличиваются его расходы, прибыль падает. И поэтому большинство из них, у них появляется много обязательств. В виде товар под реализация, в виде арендной площади увеличивается, в виде надутия администрация, в виде, можно сказать, остатки увеличиваются, надутие ассортимент появляется, и кредиты появляются, и так далее, и так далее. То есть получается, что обязательство растет, человек не замечает, он думает, что я бизнес расширяю, а потом через полгода или год или 2 года она понимает, что его расширение привело к распылению. На самом деле не расширение было, а распыление было. И когда он начинает это понять, и начинает понимать, что за это он платит деньги, и платит немаленькие деньги. И вот тогда осознает, что ту модель управления, которую он, например, один магазинчик управлял, или одну контейнер управлял, или одну парикмахерскую, или одну аптека, она не работает, когда 2-3 аптека. Или когда 2-3 магазинчика, или когда 2-3 кафе. Она реально задыхается. Знаете, человек полностью задыхается. То есть тот модель, когда одно управлял, когда 2-3 управляешь, знаете, он забирает здоровье, он забирает нервы, он забирает время. У человека есть бизнес, но нету жизни. Понимаете, у человека бизнес есть, но нет реальной жизни. Он 4 утра, как начинается, до самого вечера. Он является заложником своей собственной творения. Он сам создал определенный, можно сказать, инструмент или определенную систему, которая, если он не будет его ходить смотреть, она рухнет. Поэтому я мини-мастер-классы что обучаю? Мини-мастер-классы обучают только 4 темы. Основной мастер-класс 17 тем. Здесь мы обучаем 4 темы. Это стратегическое управление. Я понял, что прибыль зависит от стратегии. Это что означает? Это означает, что если прибыль вот так скачком идет, вот так, и прибыль, ты не удовлетворен своим прибылем, просто у тебя нет стратегии. Я это точно понял. За все эти годы я обучал очень много компаний, консультировал несколько, можно сказать, около 2000 компаний. 218 человек у меня индивидуально учатся, все бизнесмены. За 3,5 года нам удалось $24 миллионера вырасти, да? Вот, внимание обратите, это показатель, И мы видим, что какую роль играет стратегия. Когда нет стратегии, человек живет либо по течению, либо копирует других, либо питается. Давайте простой пример привяжу, чтобы мне понятно было всем. Кто не готов изменить, гибким быть, измениться, адаптироваться на условия рынка, пусть умрет. Либо изменись, либо умери. Другого варианта у тебя нету. Что это означает? Динозавры так и умирали. Они не могли адаптироваться, они были самые крупные животные. Поэтому, внимание обратите, компания Nokia пример, компания Apple пример. Конечно, это крупная компания, пример привяжу, мелкими, потому что тяжело. Никто же не могут узнать мелких. Там я скажу про какой-то маленький контейнер, никто не знает, что это такое. Например, компания Apple, когда Стив Джобс ушел, 12 лет он не был. И что произошло, когда он ушел? И когда он ушел, это было он основал компанию Apple. Поскольку Стив Джобс, когда ушел, что произошло? Те люди, которые пришли на, скажем, SEO, это управление, что они делали? Они начали то копировать Microsoft, то начали копировать этот Dell, то они начали копировать то разные вещи. То есть они потеряли свое собственное видение, собственную стратегию. Они просто забыли, ради чего работают. Они начали работать, быть как все, то компьютеры для массового народа, то компьютеры для коммерческих клиентов и так далее, и так далее. И они запутали, чуть-чуть не банкротили компанию. Когда Стив Джобса вернули, а что он делал? Он вернул компанию в первоначальную свою стратегию. Он ничего не делал другого, он вернул его. Компания Nokia. 10 лет назад из 10 человек, 8 человек точно носил телефон Nokia. Из 10 8 носил. Сейчас, например, уже из 10 1-2 носит. И то 1-2, которые не платежеспособные люди носят. Так, если у них денег было, они давно купили бы либо Samsung, либо iPhone, либо что-то другое. Просто неплатежеспособные люди носят. Компания Nokia 10 лет назад занимала 68,7%, по-моему. Если не врать вам, либо 66,7%, что ли. С мирового рынка сотового телефона. Вы представьте, это какой объем. А сейчас знаете, сколько процент занимает? Около 5%. Около 5%. Это просто ужас. Это что означает? Это означает, что измени или умри. Вот что это означает.
Если ты не учишься, если ты не развиваешься, готовься, умрешь, банкротишься точно. Сама мастер-класс, когда разработал, я его разработал именно для того, чтобы у людей, то есть для тех людей, которые не хотят банкротиться, не хотят все потерять. Ну, жалко же потерять все. В конце концов, столько-то лет работать потерять. Я вспомню, здесь в Худжанде провел тренинг. Это прошлый раз, когда был. Парень мне говорит: Малим, я 16 лет, говорит, запчасти торгую, магазин запчастей. 4 года назад попытался 2 магазина делать. 2 года держал второй магазин и только понял, что с первого магазина зарабатывая, все расходы покрываю и на второй. Просто устали, закрыли его, говорит, второй магазин. Второй магазин закрыли. Теперь, говорит, рядом со мной открыли большой магазин. Теперь, говорит, у меня, как они открыли, 70% моих клиентов туда ушли. И мне очень тяжело. И я думаю, наверное, закрыться и заниматься, ну, хотя бы таксистом работать или кем-то. Результат 16-летняя работа. А вся проблема почему? Почему к этому пришло он? Потому что надо было расширяться своевременно. Не расширение своевременно и не быть гибкими и так далее приведет к тому, что ты сокращаешься. Закон природы. Либо ты расширяешься, либо ты... Все, что не расширяется, она сокращается. Это очень важно. А расширяться человек не может расширять, если у него нет понимания, как это делать. Любое его расширение создает некие проблемы и гибнет его. То есть это увеличивает обязательства и расходы увеличивает, и все съедает. Бизнес начинает, бизнес резко превращается в пассив. Пассив это значит, что забирать деньги. Вот такой становится. Поэтому сейчас на мини-мастер-классе мне 4 темы. Это стратегическое управление, управление персоналом и как создавать своему продукту, можно сказать, как вообще создать продукт и как создать для него рынок. Вы знаете, что очень много есть хороших идей, очень много хорошей продукции, но они не могут создать рынок. Это действительно очень много. Вот этих вещах будем обучать. Сегодня, в данный момент, около 112 или 120 человек, по-моему, приехали из разных регионов, из разных городов Казахстана. Это с Актау, с Астана, с Алмата, с Караганда, с Усть-Каменогорск, с Уральска, там с Семипалатинска, с Шымкента, по-моему, с Козларды еще. Потом есть с России. Какие города России, я точно не знаю, честное слово. По-моему, Москва есть еще, какие-то города тоже есть. Потом есть парень, который летит через океан еще. С Америки летит. Это, вы знаете, это очень большой. Знаете, прилетит 22-23 часа летит в самолете и несколько через океан, чтобы учиться. Это очень много. Любой вот эти ребята... Сколько тысяч километров вы пролетели, госпожа Зауле? 2,5, если не больше. Ну, чуть даже больше. Сколько вы? 5,5. 5,5 тысяч километров. Это очень много чего значит. Знание – это великая вещь. Знание для человека Когда великий. понимаешь ценности, как уже было сказано, да. Можно перелететь весь земной шар за хорошими знаниями. Да. Я сам так и летал. Я летал в Англии, я летал там в Америке. Я только куда не летал, чтобы учиться. Это очень много. Поэтому я считаю, что то, что происходит сейчас в Худжанде, вот это мини-мастер-класс, это Бауристан, который сейчас идет, она создаст точку прорыва для многих бизнесменов. Они создают много связей. Вы внимание, какие возможности открываться перед человеком, да? Огромные связи появляются. В эту группу обычно приезжают 10% долларов миллионеры. Всегда, я замечаю, от 5 до 10% приезжают долларов миллионеры. Но, а потом 50% из них, люди, которые есть, в районе от 5 до 7 лет становятся все равно долларов миллионерами. Это же здорово. Это здорово, когда у тебя есть возможность тебя окружать столько хороших, обученных, правильных, богобоязненных людей. Не какие-то там, как сказать, мошенники, которые вот такие, да, как попало. Как вы думаете, когда человек издалека приезжает, он чего-то же осознает? Дорогие друзья, я еще раз вам напомню, после такой интенсивной, хорошей, объемной информации, не забудьте, с 21, то есть сегодняшнего дня, по 25 мая в санатории Бахористон будет проходить мини-мастер-класс от Саидмурода Давлатова, и вы будете обучены всему тому, что сказал Устод Саидмурод Давлатов. Перейдем к нашим гостям. Да. Не зря вот вы отметили, что вот наши гости, которые сегодня присутствуют у нас в студии, приехали с Казахстана, преодолев столько пути.
Шолпан и Сауле, что заставило вас приехать в город Худжанд? Я наверняка знаю, что вы и в прошлом много раз участвовали во всех семинарах и мини-мастер-классах Сайдмурода Давлатова, но почему-то вы еще раз решили приехать в Таджикистан, поучаствовать в его мероприятиях. Что? Что вами движет? Почему? Неужели недостаточно тех знаний, которые у вас уже есть? Так вот, нет. Нужно было еще раз приехать в Худжанд, в Бахористон. Прошу вас. Я просто хочу узнать, что вами движет. Доброе утро, Худжанд. В этой солнечной стране Таджикистан мы себя чувствуем очень хорошо. Огромная благодарность за гостеприимство, за теплый прием. Мы прилетели из Казахстана. Я проделала 5500 километров, чтобы попасть в ваш город. Почему я каждый раз посещаю? Первое мое посещение мастер-класса состоялось в 2013 году. Я в бизнесе 18 лет, на тот момент это было 13 лет. И посетив мастер-класс, я поняла массу своих ошибок. Почему я работаю, но не расту? Почему я работаю, но не развиваюсь? Почему у меня остаются кредиты? Я хочу сказать, любой бизнесмен, который занимается бизнесом, он всегда имеет кредиты. Но любой кредит, любой долг, любая обязанность ломает человека. И вот когда я посетила, я получила максимум знаний, и общая сумма моих кредитов составляла $500 000. Хочу сказать, они должны были закрываться до 30 года, но за 2,5 года, в феврале, 11 февраля 2016 года, наша семья праздновала закрытие всех кредитов, абсолютно. Это для нас был такой нонсенс, необъяснимый факт, но это были результаты мастер-класса. После этого я каждый раз посещаю и каждый раз расту. Я расту в карьере, я расту в бизнесе, я расту в семье. Геометрически растет мои доходы. Поэтому я думаю, что, знаете, стоит за этими знаниями ездить. Ты максимально получаешь профессиональные знания, ты закаляешься духом. Ты прорабатываешь свое здоровье, ты понимаешь, как от твоего состояния здоровья, от закаленности духа, от профессиональных знаний зависит твое будущее. И именно в мастер-классе прорабатываются все силы, все внутренние силы. Это тело, это здоровье, это дух, это душа. Это все прорабатывается на этом мастер-классе. И каждый раз мы получаем намного больше, чем мы ожидаем. Поэтому ездим. Спасибо. У меня вопрос к вам, Сауле. До начала нашего прямого эфира Устот мне рассказал про вашу прошлую жизнь. Мне сказали, что вы в прошлом работали простым инспектором госавтоинспекции у себя в городе. Мне стало интересно узнать у вас, вот сейчас я об этом хочу вас спросить, что послужило таким переломным моментом лично для вас, что вы все-таки решили из простого инспектора госавтоинспекции превратиться сегодня в успешную бизнес-леди? Что? Где была вот эта точка преломления к вашим изменениям в вашей личной жизни? Доброе утро, Худжанд. Хочу поблагодарить. Вообще мы вчера первый раз, когда заехали через границу, первое слово, что мы услышали, это «добро пожаловать». За ваше приветствие, что ваша страна так тепло нас приняла. Почему я ушла с ГАИ? Первый раз я когда посетила тренинги Сайдмурода Давлатова, я для себя поняла, что я должна выйти из нужды, я должна принести пользу своим детям, пользу своему народу, что я должна делать что-то большее. Сидя на этой работе, я бы не развивалась как личность. И вот этот доход, опять же говорю, как нужда, она человека не развивает. И посетив тренинги, на второй же день после тренингов я приняла решение, и, как говорят, успех от слова «успеть». Я в тот же день ушла с работы. Сколько лет? Значит, у вас в голове что-то очень круто поменялось. Щелкнуло, как говорится. Щелкнуло. Да. Ну, а сейчас как успехи? Сейчас успехи. Я вот 3 года в бизнесе. У нас команда, 24 человека у нас сотрудников. Бизнес процветает. У нас 8 своих магазинов и 4 магазинов партнеров. От нас еще работают партнеры. 12 магазинов селом, да? Да, это 3 года еще не было, вот 3-й год идет. Ну, дай Аллах, чтобы дальше процветали. Ну, вот почему я приехала на этот мини-мастер-класс, я вообще прошла 2 больших мастер-класса и 1 мини-мастер-класс. Я, знаете, понимаю, чем отличается обычный человек от предпринимателя или миллионер от миллиардера образом мышления.
видением, насколько он видит этот бизнес. Не пройдя эти мастер-классы, сидя даже просто дома, читая книги, человек это не сможет сделать. И я вот, проходя этими мастер-классы, у меня вообще полностью видение меняется. А те задачи, которые я в начале становления бизнеса думала, что это проблемно, сейчас я, как говорится, спокойно их решаю. И тем более я в первую очередь начала этот бизнес, уволилась сейчас с работы. Я управляю компанией, я в ни один процесс не вмешиваюсь. Мне это делает полностью команда, топ-менеджер. Я только пишу стратегию компании, дальше обучаюсь и дальше развиваюсь. И действительно это мне помогает на этот мир взглянуть по-другому уже. Вот другой взгляд, другое мышление. То есть у вас появляется больше свободного времени, Да. которое вы Я можете мать потратить на детей. себя, Задача, на свою семью. основная задача мастер-класса в этом – бизнес – это без нас. Мы должны построить систему, которая без нас должен работать. Вся, А какие самые ключевые моменты нашего участия в нашем бизнесе должно быть? Самый ключевой момент, самый необходимый. Самое основное, мы должны управлять на уровне стратегии, а все остальное система То есть должна просто управлять. подсказывать. Управлять. Мы должны четко создавать стратегию. Если нет четкой стратегии, нет четко описанных бизнес-процессов, нет четкий контроль ключевых действий, ключевые результативность, ключевые факторы успеха, бизнес не будет работать без человека. Когда это все грамотно поставлено, бизнес сама работает. Это она сама будет действовать, не обязательно. Смотрите, фермер что делает? Фермер открывает воду в арик, вода сама течет, он же воду не таскает туда. Не надо воду в ведро таскать каждый раз, каждое дерево поливать. Просто систему, это у тебя большой роль, это система. И системное мышление нужен. Очень хорошо подчеркнул Сауле, что нету системного мышления. Человек, он будет много работы делать, но не будет развития, как сказала госпожа Швальпана. Он будет много работы делать. А если я глядя назад, 5 лет назад был там. 10 лет назад, как он шмотки продал, или носки продавал, или туфли продал, в базаре сидел, так и сидит, продает. Максимум, что делал, ремонт делал дома. Или максимум, что делал, не знаю, машину купил. Это что, большое достижение. Это, а что, умнее стал? Нет. Он и так знает, как это шмотки продавать, или и так знает, как это там, скажем, туфли продать. Недавно, тот день я был в Астане, один парень мне сказал: наставник, может быть, я не поеду 5 дней, это для меня многовато. Я на него смотрел и сказал ему: сколько лет тебе бизнес? Он говорит: 14 лет. Я ему сказал: ты думаешь, что 14 лет ничего не изменили, сколько проблем создал? 5 дней тебя изменит. И ты думаешь, что за 5 дней ты чего-то успеешь делать? Ты ничего не изменишь, даже если там будешь. Почему не изменишь? Потому что твое сознание на том же уровне находится. Когда твое сознание находится на том же уровне, он будет делать то же самое действие, которое ему знакомо, и получит те же результаты, которые и так он умеет делать. Другого он не может делать. Спасибо огромное. Друзья, я лишь напомню, что у нас в гостях сегодня Саидмурод Давлатов и Тусикбекова Шолпан, зональный директор компании Цептор Интернешнл по Западному Казахстану, и Шакирова Сауле, бизнес-вумен, владелец парфюмерного бизнеса, бренд Ласпидо. У нас, по-моему, в городе тоже есть такой бренд Ласпидо. Да, Ласпидо есть. У нас здесь друзья, есть. Вот я хочу, вот мне очень интересно, я пока еще ни разу не посещал мини-мастер-класс Саидмурода Давлатова, какие-то отдельные семинары я посещал, собственно, откуда и появилось наше знакомство. Вот что бы вы, как участники, постоянные участники этих мини-мастер-классов, порекомендовали потенциальным, участникам, которые, возможно, сейчас смотрят наш телеканал, наблюдают за нашей беседой и, может быть, находятся в таком предвыборном состоянии: пойти, не пойти, потратить деньги на этот семинар или мастер-класс, или не потратить. Вот что бы вы им сказали, чтобы наконец-то они для себя решили, все-таки нужно пойти, что это действительно такая точка, которая может изменить твою жизнь к лучшему. Что бы вы им сказали? Хорошо. Я бы всем бизнесменам, предпринимателям посоветовала бы принять решение. Принять решение – это самое главное в жизни человека. Принять решение изменить свою жизнь в лучшую сторону, расширить свой бизнес, избавиться от долгов, кредитов. Понять свое предназначение, это дорогого стоит, потому что, смотрите, как бы вы ни работали, если вы работаете по-старому, у вас будут старые результаты. Если вы будете делать те же действия, у вас нового ничего не появится. Все ваши мечты находятся вне зоны вашего комфорта и вне зоны вашего мышления.
Значит, нужно мышление менять. А мышление мы самостоятельно очень трудно меняется. Поэтому нужно решаться идти и получить. Все ориентируются на деньги. Я так думаю, в прошлом году этих денег не было, сейчас их нет, и в следующем году не будет. Вы задумайтесь, почему их нет у вас. В первую очередь нужно задуматься, почему нет. Деньги отсутствуют не из-за бедности, из-за установки сознания, из-за мышления. Если вы поменяете мышление, деньги появятся, они никуда не денутся. И простой пример, я не знаю, как в Таджикистане, но в Казахстане каждый второй носит iPhone. iPhone минимальная цена от 500 до 1000 долларов, и его нужно через полтора года менять. Но этот телефон делает вас умнее, богаче, мудрее, образованнее? Нет. Грамотнее? Нет. Поэтому подумайте, на что вы тратите деньги, какие приоритеты. И вы тогда поймете, что вам нужно бежать сегодня, находясь в Худжанде. Это рядом. Пешком можно вы не пройти. тратите, вы не будете тратить те расходы, которые мы прилетели. 120 человек приехало в ваш Таджикистан получить эти знания. И будет очень преступным, находясь здесь, и не идти туда. Мы вас всех приглашаем. Спасибо, Сауля. Слушаем Я вас. хотела бы еще сказать, со мной приехало 10 предпринимателей, каждый предприниматель даже не понимает, что у него, так скажем, хаос или бардак в бизнесе, они думают, что у них все хорошо. Вот у нас был предприниматель, который занимается 1С бухгалтерией, я у него спросила, задала несколько вопросов, чтобы понять, как у него бизнес идет. В конце концов, он понял, что, оказывается, он никак не идет, и вообще бухгалтерия, как таково, эта профессия в будущем будет как бы не нужна никому. Эта профессия как бы вот как автоматизируется полностью, и она не нужна будет. А он думает, что он этот бизнес развивает. И еще есть какие-то другие бизнесы. Любой предприниматель, когда начинаешь им вопросы задавать, и в конце беседы со мной начинает понимать, что он не предприниматель, он просто купи-продай. И чтобы это понять, надо приехать на мастер-класс и понять, что такое предприниматель вообще. Спасибо огромное. Я думаю, что ваши ответы все-таки задели за живое тех людей, которые сейчас нас смотрят. И я думаю, что количество участников перешкалит за 120 человек. И это будет здорово, если на этом мини-мастер-классе будет большее количество людей. Конечно. И большее количество людей получат возможность получить какие-то знания. Чем больше количество людей учится, именно мы обучаем малосреднему бизнесу, считайте, что мы изменим общество. Потому что вот это предприниматель, он слуга народа же. Вот, помогая предпринимателю сознательно, его сознание поменять, он увеличивает, удвоит 3-4 раза рабочие места, налоги платит, и всем платит он. Поэтому, помогая ему, мы помогаем массовому народу. Это очень большая задача. Очень большая задача. Здорово. Большое спасибо за вашу такую содержательную беседу. Я думаю, нашим телезрителям тоже было очень интересно нас послушать. Но наш контакт, как бы наш прямой эфир продолжается. А после рекламы мы продолжим разговор с нашими гостями, но только уже с вами. Вы можете позвонить нам по прямому нашему телефону 710 27 37 и задать свой вопрос нашим гостям. А пока уходим на рекламу. Встретимся после рекламы. Оставайтесь с нами.